Музыка это непростая вещь. В плане это как бы как спортсмен, у тебя должна быть выдержка, потому что есть сложность в том, что то или иное произведение, неважно что, и это требует времени и практики, чтобы его сыграть и реализовать, что ли, на сцене, чтобы это выглядело профессионально. Сейчас молодежь наша, вот даже классическая, там, джазовая, у них больше информации, больше доступа, потому что как бы мое становление проходило во время стройки, без света, без газа и без воды. В подвале под керосиновую лампу приходилось заниматься, топить буржуйку. И то есть как бы была какая-то ограниченность в плане того, что народ становился на ноги, и приходилось мешать бетон, ходить за дровами, за водой. То есть как бы это пережили все, то есть на протяжении многих лет. Тот альбом, который я выпустил, я там в конце написал в предисловии, что спасибо ансамблю «Сато». Это единственный наш первый, единственный крымско-татарский ансамбль, в который записал при Союзе еще 2 пластинки, грамзапись, мелодия, которые я первый начал слушать. И это там действительно играли легендарные музыканты: Энвер Измайлов, Наркет Рамазанов. Я вот выбрал себе такой путь, и как бы я хочу просто, может быть, как-то донести, что ли, миру, или что наша музыка, она достойна. Я много встречал талантливых музыкантов, и сейчас есть, но я не сказал бы, что талант это вот Бог дал талант, Аллах дал талант, и все, теперь вот ты взял и сыграл. Не может быть такого. И Моцарт занимался, и Паганини занимался, и занимались они сутками. То есть в любом случае, что бы ты ни делал, если ты не будешь прикладывать каких-то усилий, интерес, может быть, какой-то такой духовный фанатизм, что ли, не жить с этим, вряд ли что-то получится. Всегда надо к чему-то стремиться, потому что так устроен мир. Крымско-татарские свадьбы, я просто сторонник другой музыки вообще, но я обращаю внимание, тоже смотрю, слежу за этим. И мой папа играл и играет свадьбы татарские. Он играл с Энвером Шерфетдиновым, скрипачом, который очень много сохранил нашей музыки, и я тоже за этим наблюдал. Это отдельная культура, отдельная техника, отдельные правила. Просто они никак не могут быть связаны, это же там ни с классикой, я не знаю, ни с чем. Честно, вот честно скажу, не играл. Да, реально, вот честно, мне не довелось сыграть ни одной татарской свадьбы. Где я себя вижу? Также на сцене, скорее всего. Да. И студийная работа, естественно, и на сцене. Да. Постоянно, чтобы что-то выступать, что-то делать, надо постоянно работать.
От души любить свое дело. Вот что я хочу. Если ты любишь свое дело и относишься к нему с любовью, то всегда все получится. Естественно, стремление. Моя мечта — создать детский джазовый коллектив или биг-бенд, или, может быть, такой малый бенд из детишек, и вот с ними сделать такой ансамбль. Я уже об этом давно говорю. Ну, как бы время идет, но я говорить больше не буду, я просто возьму, наверное, и сделаю. Потому что пока сам не сделаешь, никто никогда.